өзі соңғы кезде реформа көбейді ғой. Реформа алақылап жүріп жатыр. Жеңіс те бар, жеңіс те бар. Қайсысы көп ол жағын білмедім. Неше түрлі мектептер шықты. Мысалы, Назарбаев мектебі, физика, математика мектебі, Хлибер деген бар. Жастардың дедің ба? Жасы бар. Менің білімше, екі мықты мектеп бар. Ол физмат мектебі және КТЛ. КТЛдің қазір аты өзгерді, атын ұмытып қалдым қазір қандай екен. Неге? Өйткені әңгіме нәтижеге байланысты. Егер біз олимпиаданы қарастырсаңыз, конкурстар қарастырсаңыз, я басқа саланы қарастырсаңыз, ең көп табыс осы екі мектепте. Бірақ ол біздің басқа Назарбаев мектебі келе жатыр. Назарбаев мектебінің құрылғанына 5-6 жыл болды ма? 5-6 жылдай болу керек. Бұл жақта озғуды мүмкін әбден. Бірақ кім озды, кім озбады, ол жағы мен де білмеймін. Жалпы бұл жақтың өзі дұрыс емес негізінде. Өйткені адам әртүрлі ғой. Баға да әртүрлі. Ғылым бір, бірақ көзқарас әртүрлі. Сол себепті мен реформаның осындай әртүрлі мектептің болғанын мен қалаймын, бұл дұрыс негізінде. Бірақ мен қаламайтыным бір мектептің басқа мектепті жұтып алғысы келгендігі. Монополия. Мысалы, физмат мектебінің өзінің традициялары болған. Жетеді. Бірақ соны алып келіп, қазір Назарбаев мектеп алып қойғысы келіп тұрады. Мен өзім түсінбеймін. Я болмаса, мынау физмат мектебінің негізгі жалпылап айтатын болсақ, біздің баяғы совет әдісі ғой. Совет оқулықтары, совет мұғалімдері, инерция. Неге совет оқулықтары мықты болады? Мысалы, менің білімше, ең мықты оқулық Киселевтің оқулығы. Біздің Ларичевтің оқулығы. Киселевтің оқулығы осыдан 100 жыл бұрын жазылған. Ресей императоры тапсырма берген. Темжол мектептерін алып жазылған мектеп қой. То есть Киселевский учебник был написан для железнодорожной школы. Железная дорога была особое министерство. И он получил министр транспорта, не образования, транспорта, получил учителя. Обычный учитель школы, ты говоришь, напиши учебник. И он написал. Это прекрасный учебник. Чем он прекрасный? Во-первых, он очень тонкий. Очень тонкий. Если берешь современные учебники, они очень толстые. Если упадет на голову, можно убить ребенка. Они тяжелые очень. Это очень тонкий. Это во-первых. Во-вторых, там говорят некоторые профессионалы математики, что там ошибки. Аксиомы какие-то неверные, подход неверный. Но зачем школьникам аксиомы? На самом деле, для потребностей учеников она больше, чем достаточно. Потому что учебник объясняет простыми словами очень важные вещи. Может быть, где-то ошибки. Говорят, погрел в учебник хороший, геометрия, там прямая, там через две точки, там аксиомы, там все хорошо изложены и так далее. А там не так. На самом деле, это не нужно. Дело в том, что математика это такая наука. Я обычно говорю так. Я сравниваю со словом. Обычно. У казахов, если берете все поэмы, чем посвящены? Обычно две темы. Любовь и лошади. Махаббат
Сильный ад. Почему стихи посвящают только лошадям? Ну, потому что лошади можно драться хорошо. Можно бегать, сбегать куда-нибудь там быстро. На лошади, а на осле куда ты поедешь? Математика как осел. Это рабочая лошадка. Делает все, что нужно для человека, но все время слышит всякие ругательства. Это мы должны привыкнуть, ничего страшного в этом нет, это нормально. Иисус Христос заходил в храм не на лошади, а на осле. Помните это? Но вот мне кажется, что вот, особенно в области математики, реформа должна быть таким. Не надо ничего менять. Нам говорят, вот сейчас 21 век, век инноваций, век компьютеров и так далее. Ну и что? Все компьютеры основаны на алгоритме Евклида. Евклид придумал ее 2 или 3 тысячи лет назад. Деление с остатком. Все коды придуманы, самый лучший код основан на этом примере. Деление с остатком. Алгоритм деления с остатком. И вот, на мой взгляд, надо учить детей так, чтобы не бить чувство красоты, прежде всего. Математика красивая наука на самом деле. Правда, не все чувствует. Вот кто учит скрипку, говорят, самое лучшее, с самого начала надо давать хорошему учителю, чтобы поставил руку. Если поставят руку криво, то потом уже учить это довольно бесполезно. Математика примерно такая же наука на самом деле. В первую очередь нужно учить, как складывать друг на друга, как раскрывать выражения, как возводить квадрат. Самые простые вещи. Потом, через какое-то время, когда человек поймет технику, потом все остальные приложатся. Например, боксеры говорят, казахи сильны чем? Боксом и математикой. Бокс, потому что хорошо поставить технику, вот школа, скажем, бокса, она известна во всем мире сейчас. Вот примерно так же должно быть здесь. Но, к сожалению, в последнее время мы чересчур много увлеклись якобы западным образованием. Западное образование лучше. Почему лучше, я не знаю, честно говоря. Обычно ссылается на итоги ПИЗы. Есть некие организации, ПИЗа называется. Вот по итогам там, исследования ПИЗы там, мы оказываемся, находимся там 2 года отстали от всего мира. Чушь собачья. На мой взгляд, мы с вами впереди идем на самом деле. Если ведь двоечника, скажем, вот кто из вас бывал, допустим, в Англии, например, тот же, да? Наверное, бывали часть. Вы посмотрели, как они там учат и как дети там учатся. Наши дети лучше. Наш двоечник лучше, чем их двоечник. Поэтому чересчур много увлечения этим якобы западным, это неверно. Ну, например, мой сын учится на азербайджанской школе. 7 класс. Вначале получал не тройки, сейчас 4 появились. Может, 5 появились, не знаю. Но 5 тоже есть, несколько штук. Но я смотрю, как там. Я не вникаю в детали, но я так смотрю по вопросам, чему не учу. И вот 7 класс, они сейчас учат статистику. Я вообще не могу это понять. Зачем? Мне кажется, лучше учить, если мы хотим быть, скажем, передовым, лучше учить комбинаторику обычной. Потом теорию вероятности перейти. Потом, может быть, в 10, может быть, 11, 12 классе, а может учить статистику. Я посмотрел учебники. Вообще ничего не понятно. Мен ойлаушым, қазақша болғандықтан түсінбейтін шығармын деп. Көбісі қазақша дұрыс емес деп орысшасын қарайды ғой. Обычно перевод через русский, потом перевод, вот это имелось в виду. На самом деле, по-русски вообще еще хуже. Вообще ничего не понятно. Там же простая вещь. Выборка и арифметическое среднее. Ну так замудрено все. Вот этот вот метод новых учебников, там должен быть так, цель учебного там, как материала,
Что нужно знать, что нужно. Вообще надо вообще выкинуть все это. Никакой цели не нужно. То есть нужно учить, просто возьмите обычно, это красота, не то что красота, вообще весь обычный человек заложен природой просто, стремление к красоте на самом деле, да? Стремление к красоте, стремление к простоте и так далее. Весь этот путь просто напрочь убирается. Это неправильно. Или, например, раньше нас учили 5 оценок. Двойки, правда, не ставили, не тоже не ставили практически. 3 оценки на самом деле. 3, 4, 5. Говорят, что это плохо. Там 100 баллов, там, ABC и так далее. Я до сих пор так и не понял. Я обычно преподаю вот обычным вот методом, старосоветским методом. 3, 4, 5, все, двойка, 2, 3, 4, 5. Требует, допустим, такую-то градацию. Нет проблемы, я умножаю на соответствующее число и прохожу. Говорят, там оценка там. Так, извините, вообще все оценки неправильны на самом деле. Там есть погрешность везде. Единственное измерение имеет всегда погрешность. Поэтому вся эта погрешность все убирается. Поэтому зациклитесь на том, что вы как бы преподаете, как бы ставите оценку, считаете реформу. Это вообще глупо. Например, говорят, Сочи. Сорры, да, еще вот такое слово, какое-то крутое слово, сорры и так далее. Хорошо. Я ничего плохого в этом не вижу. В принципе, это оценка. То есть вы можете оценить ее по-разному. Можно измерять, сказать, в метрах, а может в километрах, а может в футах. Ничего страшного в этом нет. Это просто традиция, это привычка просто. Весь мир учат, скажем, измеряет на метрах, а мы хотим на футы перейти. Ну хорошо, ладно, англичане переводят, ладно, мы тоже переведем. Ничего страшного в этом нет. Но вот мне непонятно вот что. Все ученики получают двойки, тройки. Вот есть такой предмет история КПСС. Или история Казахстана вообще, да, извините. Там все получают тройки и двойки. Принципиальный учитель. Господа, на самом деле, что такое принципиальность? Все относительно на самом деле. Если вы преподавать на Западе таким способом, вас в следующем году выгонят с работы просто. О чем это говорит? Это говорит о том, что вы не умеете преподавать, если все двойки получаете. Значит, соображайте. Значит, поднимайте оценку. Или делайте так, чтобы ученик смог пересдать. А теперь пересдачи нету, оказывается. Апелляции нету. Вот там 3 контрольных работ вы написали, а ученик обычно, обычно дети, они же не знают. Они так случайно пишут, как случайная оценка на самом деле. Это ничего не говорит случайной оценки. И это идет как бы абсолют. Вот ты получил, допустим, там 57, все, 57, типа там тройка. 58, оказывается, пятерка, допустим, я не знаю. И вот это так делать нельзя. То есть, если вас, я обычно делаю так. Просто поделюсь опытом. Скажем, я обычно даю 10 задач. Все. Больше не сейчас. И здесь, оказывается, дают 20 задач, 30, иногда 100 задач дают. Очень мелких. Лучше давать так. 3 задачи очень простых, 3 задачи средних, может быть, пару задач так, четверки, 1 задача на пятерку. Ну, допустим. Но в моем случае никогда не было, что все получали 100%. Никогда такого не было. Время получаю 50%. Что я делаю? Просто ранжирую. И всем добавляю. Не хватает 20 баллов, добавляю 20 баллов. Ничего страшного в этом нет. Все относительно на самом деле. Это же, главное же, в чем стоит смысл оценки? Просто ранжирование, больше ничего. Поэтому примерно вы добавляете. Или умножаете на какой-то коэффициент. И должно быть так. Ваша оценка должна подчиняться нормальному закону Гаусса. Что такое распределение Гаусса? 2 числа. Мотожидание, дисперсия. Если там правило 3 сигм, дисперсия и мотожидание примерно 1 к 3. Вот и все. Если у вас, допустим, будет чересчур много двоек, значит вы плохой преподаватель. Если у вас будет чересчур много пятерок, тоже вы плохой преподаватель. Примерно должно быть так, на мой взгляд. Скажем, 10% двоек, скажем, 10% пятерок, предположим, 20% четверок примерно, может быть 30% троек, например. Это можно варьировать. Поскольку называю школу хорошей школой, может быть пятерок, может быть и больше. Ничего, зачем жадничать?
Зачем сразу отбивать у детей стремление к занятиям? Они же у вас сам лучше жил, понимаете? Вы же отбрали такими конкурсами, там, какими-то нервами, какими-то, не знаю. Вы же страшно. Я, честно говоря, не помню об этом, но мама помнит хорошо ребенка, как она готовилась. Но вот все-таки мне кажется, вот даже педагогический прием должен быть такой, что должно быть правило 3 сигм, вы не забывайте. Она должна быть всегда. Смысл учебы состоит в том, чтобы возбудить стремление к новым занятиям. А это возникает тогда, когда он чувствует красоту. Какие-то результаты. Если нет результатов, придумайте результаты. Если нет достижения, придумайте достижения. Я могу любого отличника вас завалить сразу. Я могу любого двоечника сделать пятерочником. Это зависит от того, как вы подойдете к нему. Может задать один уже вопрос, 2 же 2, чему равно 2 же 2, а может по-другому задать этот вопрос. Может задать красивый, может задать некрасивый. Это зависит от вашего настроения. Поэтому мне кажется, что вот это искусство преподавания, вот Пой, знаменитый педагог математики, он написал книжку «Искусство преподавания». Почитайте эту книжку. Самый лучший учебник, который я знаю по математике, это Антонов. Из Канавы Антонов. Знаете такой учебник Антонова? Называется «Пособие для самообразования». Антонов. Чем он хороший, этот учебник? Во-первых, там очень хорошие задачи. Не такие сложные, но не такие простые. Скажем, скалы дробь на дробь, например. Вот говорят сейчас обучение. Чему равна 1/2 плюс 1/2? 4 степени. Значит, если знают, скажем, мы 51.5, значит 10 баллов. Пишет плюс, минус, отличает еще 10 баллов и так далее. Но мне, на мой взгляд, это вообще простая задача. Самый лучший способ это возьми пиццу, раздели пополам. Вот 1/2, 1/2 плюс 1 пицца. Это целый. Вот и все. Лучший способ учения нет. И по-другому вы не сможете сделать. И мне кажется, что здесь, особенно в математике, как бы, мы же математики, не надо отрываться от реальности. Вот хотя сейчас вот метод называя школа по всему университету, по всей республике. Везде должны учить по этой программе. Неправильно это. Чем лучше называть школу? Во-первых, тем, что хорошее финансирование. А вы сможете в ауле такое же финансирование дать? Вы же не сможете дать. Поэтому оставьте покою. То есть пусть учат английский язык, допустим, русский, казахский, допустим, как положено. Но все это ваша вот эта программа, которую я видел, это вообще не надо никуда. Может быть, она хорошая, может быть, оставьте здесь. Занимайтесь сами. Может быть, я не знаю, может быть, действительно хорошая вещь. Потому что берут якобы с английских школ, я так понял. Вот говорят, метод кембриджский. Я вообще не понимаю, что такое кембриджский метод. Нет, келешімі, но бізде былай ғой. Бізде ақша бөлінеді, соны бірден айқайлатып шығару керек бірден мынау. Кембридж деп шығарады. А вот кембриджский метод самой Англии не пользуются они. А школы там разные совершенно, абсолютно разные. Там 3-4 преподавателя договорились, собрали свои силабусы, свои планы работ и навязывают всем. Мы как папуасы гоняемся за ними. На самом деле у нас гораздо лучше есть преподаватели, сами, свои. Я знаю, даже в вашей школе есть преподаватели хорошие. Ведь в школе много таких преподавателей. Вы возьмите у них. Почему, если он хороший, сам он Кембридж, никто об этом не знает? Кстати, вот Кембриджский университет говорят. Там есть 2 университета. Первый университет нормальный, настоящий, который 500 лет истории. Есть второй Кембридж, который никто не знает, бывшее практикоучилище. А вот звали университетом. Примерно так же и здесь, на самом деле. Какие-то случайные люди что-то только навязали, нам обозвали Кембриджем, и вот все мы как заводимся на это. Неправильно это. Не кажется, что вот это называть школу, все-таки носит имя нашей Елбасы. Не надо прикрываться за Елбасы. Кстати, это касается не только называть школы, а особенно касается университета. Там вообще полный бардак. Вот говорят там супер-попер. А чем он супер-попер? Вот говорят профессора. А кто там профессора? Вы посмотрите, кто там профессора. Какие у них публикации, посмотрите. В последнее время тут появились 2 профессора из Греции. У них тоже
Если один приходит, там всех своих родственников начинает, там, не знаю, знакомых, ну, на самом деле это везде так. Қазақстанның гректері шығар. Білмеймін, қазақтың гректері емес. Ана Грецияда қазір кейін ғой, жұмыс жоқ, келіп жатыр мысалы, да? Ну и так далее, ну такие есть. Но я не открываю. Там в последнее время действительно у них появились пара хороших профессоров. Но если это оценить по публикациям, то вообще публикаций нет. Вы посмотрите сайт американских моторов, это очень легко делается. Вам можно набить любую фамилию, и вам даст, значит, сколько он стоит, чего он стоит, где он опубликовал, какие у него публикации. И там ведь очень занятные вещи. И тогда получится, что вот наши преподаватели, вот у нас даже в Алмате, даже в Астане, у нас есть. Они не то, что не хуже, они на голову выше. Понимаете? Вот единственное, у них может быть недостаток, что они английский плохо владеют. Больше ничего. Или владеют, но с акцентом, может быть. Но это не показатель. Понимаете? То есть, мне так кажется, что здесь много, ну скажем так, очковательства. В первую очередь, мы математики, мы должны на это обращать внимание. Вот я не знаю, это, значит, вы говорите, первая встреча. Я не знаю, долго ли говорю или мало, и сколько мне минут нужно говорить. Но я могу говорить много. Но я думаю, чересчур много ругать назвать школу, наверное, не стоит. Все-таки находимся здесь. Да. Все-таки хороший гость всегда говорит так, хозяйка. Котлетки были вкусные, салат был замечательный. На самом деле, может быть, котлета подгорела, мы не знаем же. Вот. Но все-таки ради приличия мы должны сказать хотя бы хорошее слово. Но на самом деле, действительно, здесь, если так посмотреть, так, в целом, я был вот, в пару школах, несколько школ я был. Они, конечно, ищут свое место. Но мне кажется, тут очень много зависит от первого руководителя. То есть, если он действительно умеет решать задачу, то одно дело. А если пришел из министерства, который умеет писать хорошо бумаги, то другой результат. Но в целом, вот эта попытка, направление, она правильная на самом деле, в целом. Должно быть много школ разнообразных. Пусть Калибер остается своими методами, пусть Фельдмашкал остается своим направлением, и называть школу пусть стоит своим направлением. Я ничего плохого в этом не вижу. Может быть, через какое-то время как-то мы поймем, кто лучше, а какой хороший, какой плохой. Но я не приемлю, когда об этом говорят одни политики и журналисты. Это неправильно, это не оценка. Должна быть какая-то объективная оценка, какая-то объективный аудит должен быть. Но пока этого аудита нет на самом деле. Поэтому сказать, что хуже, что много, я не могу. Я просто хочу сказать, что вот математику, которую мы имели в Советском Союзе, мы теряем. Это неправильно. То есть мы должны оставить ее, может быть, на фоне вот эти, значит, особенно вот начальной школы, школа бывает так, образование, средняя школа и высшая школа. Для высшей школы я согласен, но начальная западная очень хорошая, я согласен. Там хорошее оборудование, хорошие профессора, хорошие возможности, много спецкурсов и так далее. Но что касается среднего образования, наше образование Советского Союза, особенно в области математики и физики, было лучше. Если надо реформу делать историю КПСС. Ну, история Казахстана. Какая разница? КПСС займите Казахстаном, и все. То есть, ну вы же помните, как писали рефераты. Я писал реферат, один и тот же реферат, там, по-моему, 8 лет. Когда я поступил, тогда был 23 съезд КПСС. Вот там на 4-м стал 24 съезд КПСС. Я просто поменял 23 на 24. Ну и так далее. И всегда получал пятерки. Вот. Ну, то, единственное, там надо было не перепутать, генсек, кто там. Ну, генсек был хорошо в мое время, Брежнев был, я не буду, все было нормально. И вот эта система, на самом деле, эта же система же осталась на самом деле. То, что было, допустим, в советское время, алашадвинцы были плохие, буржуазные там, и так далее. Это наоборот, алашадвинцы самые крутые. А что будет через 20 лет, я не знаю. Опять можно и скажут, а что-нибудь еще. Поэтому особо не верить этим идеологическим наукам не следует. Это не значит, что не надо учить историю. Конечно, надо учить. Особенно факты. Но считать, что это, значит, то есть надо реформировать вот эти гуманитарные науки, я с этим согласен.
А вот насчет естественного наук, я вообще я не уверен, стоит ли реформировать. То, что у нас хорошее, скажем, учебник Ларичева, учебник Киселева, учебник даже того же Колмогорова, оно очень даже на своем уровне. И теорема Пифагора не меняется, 9000 лет остается. Слава Богу, если Земля станет 9000 лет после нас, Покинс говорит, через 60 лет Земля взорвется, не знаю. Если останется 2000 лет, то теорема Пифагора останется таким же, теорема Пифагора. И весь мир, все синусы и косинусы основаны теореме Пифагора. И вы тут ничего не измените. Поэтому, мне кажется, самый лучший способ был такой, особенно в области естественных наук, оставить наработки советской школы педагогической. И сделать, допустим, коровый бантик, навязать, примерно так же и здесь. Навяжите пару слов, допустим, компьютер, информатика, еще что-нибудь такое, для начальства. Как мы учили, допустим, молодости, например, я помню, там вот, приходит там комиссия, там разные программы, я вообще никогда по программе не учил. Раскрою небольшой обман. Но вот мои ученики, скажем, вот, трое сейчас в Америке, они преподают, там прекрасно устроились, там профессора и так далее, аспиранты, скоро еще уедут и так далее, без проблем. А почему? Потому что я вообще не учил никакой программе. Надо учить нормально, то, что тебе нравится, она, если вкус есть более-менее, и если есть хорошая задача, надо вокруг нее крутиться, и тогда будет все нормально. Мне кажется, что здесь, вот эти в области математики, лучше бы восстановить то, что было хорошее советское образование, и какие-то модификации сделать, небольшие, чтобы начальство думало, что мы делаем реформы и так далее, чтобы они получали свои зарплаты без проблем. А преподавать как положено. Вот так, кратко моя суть выступления. Если будут у вас вопросы, я готов ответить. Вопросов нет. Вопрос. Осындай математика мұғалімдерінің фестивалін қаншалықты жиі өткізіп тұру керек деп ойлайсыз? Білмеймін оны шынымен. Математика мұғалімі есеп шығару керек. Есеп шығару үйрету керек. Егер уақыттарыңыз болса, жылына бір жеті час, білмеймін шынымен. Қазір бұндай фестивальдер көп қой шындығында. Вот меня приглашают в разные области, особенно в областях тоже много проводится. По-разному на самом деле. Я не хочу ругать никого, но в принципе везде народ одинаковый примерно. Народ очень доброжелательный, особенно математика, они очень доброжелательны. Особенно если объясняете решение какой-то задачи, они очень радуются. Вот. Ну я не знаю, но то есть от количества этих формов что-то изменится или не изменится, я не знаю, честно говоря. Дело в том, что математика это наука такая, ведь она очень индивидуальная же, не коллективная же вещь. В основном. У каждого свои тараканы в голове, как говорится, да? Вот. И он хочет получить удовольствие от решения задач, допустим. Вот. Если будет польза, конечно, то можно приводить. Да. Әлемдік математикада Қазақстанның алатын орны немесе үлесі қандай деп ойлайсыз? Ну, әлемдік математикада Қазақстанның орны? Ну, зачем? Мы всегда хотим какие-то глобальные какие-то масштабах. А зачем? Ну что я а чем это плохо? Есть страны гораздо хуже у нас. А чем это плохо? Дело в том, что, я думаю, не надо все время, значит, какие-то глобальными какими-то вещами. А какая разница? Ну что, от этого стало как бы хуже или плохо? Холодно, жарко? Какая разница? На самом деле, я думаю, лучше сделать так. Я вообще не люблю слово «лучше». Я не люблю слово «больше». Я люблю слово «не меньше». Я люблю слово «не хуже». А лучше это, я не знаю, я не понимаю таких слов. Мы не хуже той же Англии. Мы не хуже той же Германии, на самом деле. Если я имею в виду среднее образование. Доказательства хотите? Пожалуйста. Вот, кажется, в 2007 году было там еще две организации есть. Одна ПИЗа, которую любит наш министр. А вообще ТИМС какой-то есть, да. И там
А наши школьники всегда занимают очень высокие места. Я помню точно, когда я был как раз в Англии, и тогда писали Гардиан. Как же так страна оборота обогнала нас, типа такого? Наши школьники заняли 5-е место. Первое место Гонконг, потом Южная Корея, потом Япония, кажется, потом мы. Почему об этом не любят вспоминать? Это в области математики. Наши школьники заняли первое место. По-моему, 8-классники или 5-классники. Потом эта история повторяется еще раз, там, через 3-4 года, тогда не 5-е, может быть, там, 6-е место, может быть, 10-е, не знаю. Но все равно занимали хорошие места. 15 жыл қайтаранда. Я. Но все равно хорошие места заняли. О чем это говорит? О том, что наша математика вообще она неплохая на самом деле. Правда, ПИСа мы заняли, по-моему, 30-40 место. Вот особенно вот министры любят говорить, вот мы заняли там 40 место, там, вот мы там отстали на 2 года и так далее. Тут вообще отсутствует логика. О чем это говорит? Во-первых, вот этот ПИСа, по-моему, где-то 200 стран смотрят. Из них мы заняли 40 место. А мы хотим 50-ку попасть. А чем это плохо? Попали же 50-ку. Или, а вот по кем же мы попали 10-ку? А чем это плохо? Поэтому все эти оценки, все относительно на самом деле. И чересчур зацикливаться на этом не стоит. Думать, мы какое место занимаем, а какая разница, какое место занимаем. Работаем, работаем. Есть достижения, вот и все. Вот так надо рассуждать. Так. Математикадан жаңа ашуға деген қазіргі осы жастарға бір қандай бір ой айтар едіңіз? Керек пе негізі сондай нәрсе? Жоқ, керек қой. Мысалы біз былай деп айтады. Неге Билл Гейтс Америкадан шығып, Қазақстаннан шықпайды? Обычно говорят так, вот, мол, значит, у них там все компьютеры, они ушли вперед. И тут, значит, винять в этом образовании. На самом деле образование никакого отношения к этому не имеет. Точнее, имеет отношение. Но виноваты не преподаватели, не система образования, а виноват политики. Что хорошо? Когда баран управляет стадой львов, лев управляет стадой баранов. Ведь что получается? На самом деле система образования у нас была лучшая, она хорошая. Просто политики завели не туда, куда надо. Понимаете? Вот, в советское время объявили генетику буржуазной наукой. Квирники вообще закрыли. Якобы буржуазная. А между тем, все эти компьютеры были придуманы у нас, в Советском Союзе, вначале. А Билл Гейтс появился там. Не потому, что он был хорошим математиком, а просто там была система такая, там произвол, значит творчество вообще, то есть стремление вперед, то совершенствование вообще никаких ограничений нет. А у нас что было? Ты сначала должен показать лояльность Компартии, потом все остальное. Как ты докажешь математику лояльность Компартии? Вот подумайте сами. Как докажешь, что, скажем, кибернетика не буржуазная наука? Это примерно как доказать, что это не слон. Как докажешь это? Вот причина в этом. Понимаете? Поэтому если дать простор человеку, особенно ребенку, он что-нибудь всегда придумает. То есть проблема не в математике, проблема вообще политической системы нашей всего. Если будете каждый раз ограничивать красные флажки, конечно, никуда не двигаться. Поэтому стремление к достижению науки, жаңалық ашуға, жаңа терім дәлдігі ұмтылуға өте жақсы нәрсе. Егер ондай болатын болса, оны қолдау керек әрине. Бірақ басқа сұрақ шығады бұл жерден. Ақын есеп кім қоя алады? Біз осы есеп қоятын адамдар бар ма? Композиторлар бар ма? Есеп шығарылатын. Вот проводятся разные олимпиады. Значит, кто сочиняет задачи? Варяги. Мы приглашаем обычно откуда-то. Мы сами не можем сочинить задачи. Понимаете? Это другая проблема. Да. Это вот раньше математика, особенно если взять учебники Российской империи, Да. они ориентировались на практическую сторону. Да. Там, вот, потом я советские смотрел, там тоже были задачи часто на практическую сторону. Как вы думаете, сейчас надо так делать, чтобы учебники математики были больше с практическим содержанием? Не нужно этого делать. Почему?
Что такое практическая сторона? Ну, чтобы оно имело применение, А что такое применение? ну, в конкретной жизни. Ну, я вот это не понимаю, честно говоря, что такое применение конкретной жизни. Вы говорите, советский учебник, это практическая сторона, а я, честно говоря, не вижу там практической стороны. Нет, вот, Я вижу там красоту, я вижу там фундаментальные вещи. А когда у вас красота, фундаментальные вещи, она всегда практическую сторону находит. И если вы говорите о практической стороне, обычно делается так. Можно же одну и ту же задачу сформулировать термин экскирик, а можно сформулировать термин, скажем, там, овец, там, не знаю, или станков, тракторов и так далее. Если вы считаете это практической стороной, ну, пожалуйста, это можно. Какие проблемы? Назовите. Как пишется в учебнике, скажем, на казахском. Вова переводит там, допустим, Успанбай, там, Билла, там, какой-нибудь там, Сауля или что-нибудь еще. Примерно так же здесь. То есть, если напишите там трактор, напишите там машину, там, напишите там станок и так далее. Ну, все, пожалуйста, вам практическая сторона. Чем хуже. Я обычно делаю так, если там требует, допустим, обычно бывает так. Я работаю в разных университетах, и надо требует так. Вот давай завтра ждем, сочинить там 10 задач. Тестов там, допустим. Это же невозможно сделать. Я не сочиняю ничего. Просто беру там и меняю слова. Ну как историк поэзии пишем реферат, примерно так же здесь. А по-другому никак, как вы хотите. Практика то же самое. Так, коллеги, есть вопросы? Вопросов нет, да? Карс Яковлевич, огромное спасибо вам, что уделили время. Вот. Все-таки не часто выпадает возможность поговорить с человеком, имя которого вписано, на самом деле, можно сказать, в историю математики всего мира. Спасибо вам большое. Спасибо.